Генеральный директор «Газпром-Трансгаз Ухта» и депутат Госсовета Коми Александр Гайворонский провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Свои вопросы задали представители из 12 СМИ Республики Коми и Вологодской области. Получила ответы на интересующие темы и Виктория Науменко. За 3 часа пресс-конференции более 20 вопросов. Самый главный ответ – предприятие работает стабильно, развивается и наращивает мощности. Александр Гайворонский повода для беспокойства не видит. Все поставленные задачи выполняются. Построено более 300 километров газопровода и единой комплексной станции. Всего у нас сейчас за этот год должно было ввестись 10 комплексных станций. Да, вот мы 2 ввели, 8 вот сейчас в этом году ведем. Они готовы, они построены. Вот, скажем так, там остались детали, штрихи. Вот, то есть мы готовы к транспорту газа, если у нас будет команда на запуск Северного потока-2, хоть завтра у нас он сейчас заполнен газом, полностью находится под давлением, 100 килограмм, то есть никаких проблем нет. Следующий на повестке вопрос газификации населенных пунктов Коми. В ближайшие 5 лет по профильной программе планируется беспрецедентная сумма – 25 миллиардов рублей. Только в этом году в эксплуатацию будут введены объекты газификации Сыктывкарского промузла, поселка Каджиром под Печорой и Воркутинской тепловой электростанции. Для Сыктывкара важно чем, что при реализации вот этого проекта по газоснабжению Сыктывкарского промузла у нас есть там достаточно большое количество нарушений зон минимально допустимых расстояний. Если мы реализуем все-таки этот проект, значит, соответственно, у нас газопровод уйдет, скажем так, да, в сторону, и люди спокойно продолжат жить и работать на своих участках, не опасаясь какого-либо возможного воздействия от разрыва газопровода и не нарушая закон Российской Федерации. Звучат вопросы и развития газомоторного транспорта. На предприятии, по словам Александра Гайворонского, все идет по плану. 60% транспортных средств уже перешли на газ. В целом по Коми цифры ниже. Все, что могли, мы действительно сделали. Да. То, что регион, как говорится, здесь, на мой взгляд, отстает, это правда. Вот. Я не могу за них ответить, как говорится, да, есть люди, принимающие решения. Но, безусловно, со своей стороны будем над этим работать, как говорится. Для меня этот вопрос не закрыт, я опять буду не скрывать эту историю. К социальному партнерству с 2008 года в самых разных уголках республики на средства компании «Газпром» построено и отремонтировано 74 объекта здравоохранения, образования, культуры и спорта. В рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона работы продолжаются. Новые планы обсуждаются с главой Коми. В 2019 году мы тогда с ним обсуждали как раз точки приложения следующих усилий. И я тогда говорил как раз и про Ухту, и про Печору, что в Ухте мы вот эти объекты сейчас заканчиваем. Так в Ухте закончили ремонт бассейна грязелечебницы. На лето останется фасад. Однако для выполнения всех необходимых работ по этому объекту нужно около 200 миллионов рублей. Вопрос уже обсуждали с главой республики. В планах дофинансирование. В мае же закончат ремонт в 5-этажном корпусе межтерриториального роддома. Не обходит стороной Александр Гайворонский тему Ухтинского зооуголка. Капитальный ремонт здания уже выполнен. Наша задача организовать эту работу. Первое, как я сказал, это дооснащение, второе это получение лицензии Центра детской творчества Крачевского, третье, значит, переселение туда животных, соответственно, заложить нам нужно бюджет этого учреждения, да? Соответственно, тоже этот вход, скорее всего, будет таким же платным и какую-то часть затрат будет компенсировать. В этом году данные проекты будут объединены в благотворительный марафон «Добрая воля», чтобы расширить направление расходования средств, в том числе на благоустройство населенных пунктов, оказание помощи учреждениям и нуждающимся людям. Решения о расходовании собранных средств принимаются на конференции трудового коллектива. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.